Войну закончит, когда, я думаю, пока те, которые развязали его, не решат, когда его кончить, она не закончится. Его можно сколько угодно продолжать, и сколько угодно ловить этих бандитов, и можно и не ловить их, как мы сегодня делаем. Поэтому эта война развязанная. Я всегда говорил, вот если когда вошли в Дагестан группа Басаева, так почему надо было делать операцию Подкова, вытеснять их оттуда на территорию Чечни, если это тоже субъект Российской Федерации. Почему нельзя было сделать операцию Кольцо и там их закрыть? Это хорошая горная местность, одни голые горы. Вот. Но их вытеснили в Чечню, и чтобы потом преследовать. Мы, повторяю, ответим сегодня, если не на все, то во всяком случае на многие вопросы. Но сначала о тех, кто, как и зачем развязал чеченскую кампанию. Кому все-таки, Руслан Иванович, в 1991 году пришла в голову идея привести из Тарту в Грозный генерала Дудаева? Грозный Дудаева привести? Я думаю, так трудно сказать, Андрей. Она рождалась постепенно. Эта идея? Да, о том, чтобы привести Дудаева. Дело в том, что он был выходец из Чечни, из горной Чечни, из горной такой еврейской, татской семьи. Вот. Таты – это горные евреи. Да, горные евреи. Кстати, порядочные. Бывшее партийное руководство способствовало тому, чтобы он стал генералом. Я уж не буду говорить о медицинской стороне этого вопроса, когда что-то произошло. Вот. Он вернулся и там захотел участвовать в политике. Действительно, Бурбулис летал за ним в Тарту? Вы знаете, за Бурбулисом много грехов, но сочинять какие-то вещи, я думаю, не стоит. А вот есть в биографии Дудаева одна никому неизвестная страница. Есть сведения, что Дудаев был не просто летчиком, не просто генералом, но еще и грушником. Перед вами сидит человек, который листал его дело. Ну, я правду говорю. Так. А для чего, кстати? Когда мы направляли миссию генералов для того, чтобы там оторвать из этой среды чеченской и вытащить Дудаева в Москву. Вот, я как раз планировал там или Московский военный округ, или Министерство обороны. И, кстати, договорились мы с Ельциным. Я пригласил Дейнекина, главнокомандующего военно-воздушного. Оттуда это уже из Грозного. Да, да, чтобы он поехал туда и своего подчиненного забрал. И вот он приехал ко мне вместе с этим делом. Я листал это дело. Так что знаю, где он работал. Ну, то есть к ГРУ он имел отношение? Как ну, странно. так скажем, имел. Как странно, если он имел отношение к военной разведке, это люди особые, неужели Дудаеву нельзя было приказать? В 91-м, в 92-м. Было? Он сам говорил, у меня нет приказа. Нет приказа официального, я бы выехал. А то из Грозного. Да, как приходят какие-то люди, то ли от Ельцина, то ли от Хасбулатова, предлагают мне что-то. А у меня нет официального приказа. Моих начальников. Да, моих начальников. Он это прямо говорил. Итак, вопрос. Если Джохар Дудаев был не только летчиком, но и по совместительству сотрудником российской военной разведки, а люди с двойными погонами на плечах – это люди особые, и если Дудаев вплоть до начала войны, до 95 года, ждал приказ из Москвы, из ГРУ, покинуть пост президента Чечни и возглавить, например, Московский военный округ, то почему, спрашивается, бывший руководитель ГРУ так и не отдал такой приказ? Зачем? Для чего грушники держали Дудаева в Чечне? Я требую соответствующего приказа. Мне говорят, да, все, завтра будет. Послезавтра будет, завтра будет. А потом даже говорят, уже издали. А где он этот приказ? Так и не издали. Такая же история, давайте, Андрей. Кстати, такая же история с Масхадовым. Я думаю, что Масхадов, конечно, птица помельче, но она тоже, эта птичка, служит каких-то у какого-то глупого и дурацкого какого-то лейтенанта. Тоже грушник. Да, грушника. Точно. Джохар Дудаев – это офицер советской армии. И все. Я считаю, что это был придуманный лидер для Чечни и привезенный с Москвы.
самозванцем, он бы ничего не сделал бы. Его привезли Благословили. в Чечню. Так, приехали, значит, очень большие люди, сказали Завгай, если ты не уедешь, значит, сам не уйдешь, мы тебя в железной клетке увезем. Тогда, кто это говорил, был вторым человеком России. Вы знаете, кто. Были придуманы все остальные спектакли.